вашего позволения хочу рассказать стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта». Отмещение, государь, отмещение, паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, что видели в злодея в ней пример. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла ль душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит, чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания судьбы. Свершился приговор. Не вы сперва так злобно гнали его свободный, смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог, угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок, его убийца хладнокровно навел удар, спасенья нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы, не мог щадить он нашей славы, не мог понять сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит, и взят могилой, как тот певец, неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувших людей, и прежний сня венок, а не венец терновый. Большое спасибо. У тебя здесь в списке есть роман «Война и мир». Ты написала все 4 тома. Ты читал «Войну и мир» все 4 тома? Нет, не 4, а 6 с эпилогами. Ты полностью роман прочитал, Да. 6 томов с эпилогами. Да. Молодец. И «Преступление и наказание» Достоевского тоже читал. Да, Достоевского. Так, кто главный герой романа Достоевского «Преступление и наказание»? Родион Романович Раскольников. Так, Родион Раскольников. Какое преступление он совершает? Он убивает бабку-процентщицу. Старушку-процентщицу, Да. да, не бабку. Старушку-процентщицу. Так, какая теория была у Раскольникова? Теория, он говорил, он разделял людей на 2 части: простых и непростых. Непростые люди могут сотворять, что хотят. Ну, он говорил так: обыкновенные люди и необыкновенные Обыкновенные, люди, да. Да. Так. Обыкновенные должны следовать правилам и поступать, как они не говорят, а сверхлюди могут сотворять, что хотят, и убийство только ради общества. Вот он себя относил к какому типу людей? Сверхъестественный. Необыкновенно. Да, Да? необыкновенно. Вот скажи, пожалуйста, он заранее готовился к своему преступлению или он пришел, спонтанно убил старушку-процентщицу? Он хотел этого, но не хотел. Он взял топор, украл, то есть его, и когда узнал от сестры Алены Ивановны, это бабка-процентщица, от Лизы Ивановны, это сестра бабки-процентщицы, он узнал то, что никого не будет дома, и он использовался этим моментом, из дома вытащил в закладку часы и пошел. Он убил только одну старушку-процентщицу, да? Нет, резко, внезапно пришла ее сестра, и он от страха убил и ее. Скажи, пожалуйста, что он сделал с деньгами, которые он забрал с дома старушки-процентщицы? Он сначала положил в доме в дырку, в щелину, а потом, боясь от отыска, спрятал в безлюдной ночи, когда была ночь, спрятал под камень деньги. Скажи, пожалуйста, Раскольников был осужден, да? Его отправили на каторгу. Да. Кто смог помочь Раскольникову возродиться заново, стать другим человеком?
возродиться? Ну, кто ему Мармеладова. помог? Как Соня вас- Мармеладова. Соня Мармеладова, совершенно верно. Так, пойдем дальше. Гомер и... Гомер Одиссея. Да, Одиссея. Скажи мне, пожалуйста, сколько приключений? Сначала скажи мне, ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Сколько лет не было Одиссея дома? Не было его лет 4 года. 4 года? Всего? Но он путешествовал в первом 4 года, он был и странствовал по миру, а всего он путешествовал очень долго и очень хотел вернуться домой. Вот всего в общей сложности сколько лет его не было дома? 24. 24. Хорошо. Так, вот скажи, пожалуйста, сколько приключений ему удалось пройти для того, чтобы вернуться домой? Пример 8. Я могу даже рассказать. Так, не 8, а 9. Ну ладно. Так, кто его ждал на родине? На родине ждала его жена Как ее звали? Пенелопа Пенелопа. Так, и и его сын как его звали? Телемах. Тельмах. Так, скажи, пожалуйста, когда он вернулся к себе на родину, кто первым узнал, что это именно Одиссей? Жена. Разве? Внимательно подумай. Узнал его зловещий враг, который отрубил ему голову своему сыну. Это был Гвидон. Нет. Когда он уже вернулся к себе домой, вот он уже когда вошел к себе домой, да? Кто узнал, что это Одиссей первым? И это его сын узнал, потому что он скучал по нему очень Нет, сильно. сын его узнал. Сыну, кстати, кто помог сыну узнать своего отца? Он же его вообще не видел. Ему помогла мама. Нет. Богиня Афина, Богиня Афина. которая всегда помогала Помогала Одиссею. Одиссею Да. при любых ситуациях. Вот, Телемах помог Одиссею войти в дом. И когда он вошел в дом, кто первый его узнал? Сын. Нет. Его собака, его звали Аргус. Он прибежал, начал облизывать его ноги. Он сразу же узнал своего хозяина, который тоже его очень долго ждал. Так, ладно, пойдем дальше. Данте Алигьери, божественная комедия. Ты читал? Да. Так, из скольки частей состоит? Из 3 Какие части? части вот это. Первая часть говорится, как он Нет, как они называются? Первая часть называется, как он проходит в ад, Ад. потом в рай. Второй. А в третий, как он возвращается домой. Нет, смотри, дело в том, что божественная комедия, она состоит из 3 частей. Ад, чистилище и рай. Да. Так, главный герой кто? Главный герой 40-летний. Который путешествует по аду, по раю, потом по чистилищу, потом он доходит до рая. И кто его там встречает? Кто там главный герой? И с ним путешествовал Главный герой этого произведения кто? Ладно, пойдем дальше. Так, Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Так, главный герой. Говорится, как Гаргантюа женится на жене, а она умирает от родов, а Пантагрюэль вырос слишком огромным. Из-за этого мать умерла. Он путешествует по городам и идет в Англию, там Вот смотри, учиться. он вырос слишком огромный, да? Расскажи, пожалуйста, как он рос? Почему получилось, что он такой огромный? Он родился из-за того, что его отец тоже был огромный. Так. И он не по годам, не по... Назови главных героев, кроме Гаргантюа, Пантагрюэль, кто еще там есть? Помощник Пантагрюэля был... Назови учителей Пантагрюэля, которые его занимались, давали ему образование. Это произведение, прежде всего, оно воспитательное, да? Как нужно Да, он как воспитывать идет детей. в школу. Да, ну не идет в школу, но как его воспитывают учителя? Они как не звали? смогли его воспитывать, потому что он был слишком огромным. Нет, почему они ему дали воспитание? Да, смогли только как еле-еле. Так, ладно, пойдем дальше. Дон Кихот, Сервантес. Дон Кихот. Был Дон Кихот, который перечитал много романов о путешествиях, а у него не было ничего. А у него было
вот Дон Кихот, да? А настоящее его имя какое было? Дон Кихот, настоящее его было, настоящее имя. У него было настоящее имя. Потом его назвали Дон Кихотом. Он сам себя так назвал. Да. Так, ладно, спасибо. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон. Моих зениц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он. Хорошо. Почему называется пророк стихотворением? Потому что там говорится о пророка, о людей, которые были очень хорошими людьми. Говорится о духах, о шестикрылом Серафине. Лермонтов, молитва. Михаил Юрьевич Лермонтов, молитва. Минуту жизни трудную, теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. И верится, и плачется. И... Как можешь переводить на таджикском языке вот это? Что? Какое слово? И верится, и плачется. И верится, и плачется. Бафахмо, и верится, и плачется. Бафахмо, Тоджики рамедани? Камтарак просто очам русская. Ага, хайш, тамам. Молитва, что это такое? Молитва — это христианская вот дверь. Вот они молитву читают, а вот мусульмане читают намаз. Хорошо. Так, человек в футляре Антона Павловича Чехова. Почему называется человек в футляре? Расскажи, почему? Был Беликов, который всегда прикрывал себя футляром. Даже голова у него была в футляре от того, что он одевал очень теплые вещи, и в хорошую погоду и плохую он надевал очки, шляпу, и это все было в чехле. И даже ножик, чтобы чтоб карандаши точить, все это было в футляре. Он Что его заставил, чтобы он надел вот так? Он сам это захотел, потому что он хотел прикрыться чем-то, чтобы закрыться от других людей. Хорошо. А кем он был? Он был учителем Учителем где? в школе. Хорошо. Гимназии, да? Да, гимназии. Хорошо. Толстой, Лев и собачка. Был человек, который хотел попасть в цирк. Там говорилось то, что чтобы отдать вот животным еду, возьмите любое животное. Он нашел уличную собаку и пошел в цирк, отдал. И кинули его в клетку ко льву, но собачка не испугалась, наоборот, начала играть с ним. Играла, и уже сам лев подружился с ним. Он ему понравился. Он не ел его, а дружил. Ночью он ложился на его лапу. Они дружили. Потом через 1 год собачка заболела и умерла. И лев ничего не начал кушать и пить. Когда пришел сам хозяин, он сказал, что будут брать его труп, но никак лев не хотел его отдавать. Вот, они купили собаку, как похоже, как 2 капли воды. Они кинули его в клетку, но лев растерзал ее, а остался возле собачки. Он остался и через 6 лет умер. Хорошо. Спасибо, молодец. خب مرات از ادبیاتی آسیا شرق از رسول غمزاتов. Расул Гамсатов, журавли. Да. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю эту
полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? خب достаточно. Алишер Навои. Какой стих? 2. معنی شیرین و رنگینم به ترکی به حد است. Алишер Навои. Ма'ни ширину рангинам ба турки бехад аст. Ма'ни ширину рангинам ба турки бехад аст. Форси ҳам лайлу дурҳои симин чун бингарӣ. Гӯён дар растобозори сухан бикшудам. Як тараф дукони қанодиву, як су заргарӣ. خب Абай Кунанбаев. Разборчив в пути своем. Будь разборчив в пути своем. Если ты талантлив, гордись, и надежным лишь кирпичом в стену строящуюся ложись. Убегающий видит путь, догоняющий след спешит. Воля с разумом их ведут. Справедливость — вот цвет души. Если воля есть, ум живет. Доброты же правды нет. Спереди огонь, сзади лед, и никак не уйти от бед. Удержи корысть и порыв, похвалы не ищи. Смотри, недостатки искусно скрыв, лишь в борьбе победу бери. Достаточно. Маликушаро Бахор. Маликушаро Бахор. از قفس آزاد کنید. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید. قفسم برده با باغه و دلم شاد کنید. فصلی گو میگذرد هم نفسان بحر خدا. بنشینید با باغه و مرا یاد کنید. Достаточно. Произведение. Чингиз Айтматов, первый учитель. Первый учитель был герои? Дюшен и Сулайманова. Алтынай Сулайманова. Ага. Расскажи. Был Дюшен, который построил своими руками школу. Он хотел, чтобы дети умели читать, писать. Он построил школу, чтобы не было никаких проблем. Он собрал людей и согласился с ними. А в конце? А в конце говорится, как Алтынай Сулайманова становится научным деятелем, а Дюшен разводит письма. Азиз Несин. Какой? Письма с того света. Письма с того света. Был человек, который умер. Он умер из-за того, что он прыгнул сам из окна. Он не хотел терпеть уже такую жизнь. Как приходят каждый день налоги и просят у него денег. Он умер, его хотели быстро отвезти в больницу, но он садится в машину и едет. Но вдруг заглохла машина, все проверяют и носят его в руках. Но как заключается? Заключается рассказ, почему называется «Письма с того света», потому что этот человек отправляет своему другу Слепеню. Он отправляет 11 писем, которые он должен был прочитать. Эйко Кадоно. Какой рассказ? Ведьма служба доставки. Была ведьма Кика, которая была родителей. До 13 лет она должна была улететь из дома. Она улетела. И летела по неизвестному месту. Она летела... Хочу сказать? Ничего. Летела и увидела хлебницу. Она идет и просит: дадите мне хлебушек, пожалуйста. Она говорит: дай деньги. Она говорит: у меня нету денег, извините. И она говорит: бери. И говорит: достаточно. Кришан Чандар. Перевернутое дерево. Да. Индия. Кришан Чандар. Был мальчик Юсуф, у которого была мама, а отец умер. Он пошел в свой садик, который оставил в наследство отец. Он там пил из колодца. Там была очень сладкая вода. Когда пришла дочка
короля. Она сказала: дай выпить из этого колодца. Она выпила и сказала: а почему у тебя такая сладенькая вода? Ну-ка, дай мне этот колодец. И когда пришел царь, он отнял их наследство. Достаточно. Худайберди Тухтабаев. Худайберди Тухтабаев, волшебная шапка. Был мальчик, которого звали Имя мальчика? Хашимджан Розиев. Хашимджан Розиев был очень хорошим мальчиком, но рос бездельником. Когда он был в школе, ему всегда читали лекции, то он писал и говорил: уберите из уроков математику, русский, чтение, а наоборот дайте нам больше физры, чтобы мы учились играть в футбол. В один день он знал одну историю про волшебную шапку. Достаточно. Обман лисы. Рассказывать? Да, рассказывай. Была лиса, которая сказала: нечего уже есть в нашем лесу, сказала она льву. Но лев сказал тоже: да, я уже 3 недели как не ем. А лиса говорит: а я уже 2 недели как ничего не ем. И лев говорит: я слыхал, как в той деревне было 3 коровы, такие огромные, они могли убить любого, потому что они были лучшими друзьями. Они потом согласились обмануть их. Лев не думал то, что обманет она, но она сказала: доверься мне, я же лиса, я создана, чтобы обманывать. Она пошла к быкам и сказала: здравствуйте, можно я с вами подружусь? Они согласились. Потом... А в конце говорится, как она обманывает 3 быков, и они с львом съедают. Но потом вот лису ловит охотник и говорит: если ты мне расскажешь, где находится лев, то я тебя не трону и высвобожу. Он думал, какая шкура ли лучше, львиная или лисья, но лиса согласилась. И при этом до того, как она сказала то, что я сейчас обману 3-ю, то лев там будет ждать, и он убил его. Потом лиса сказала: я выполнила твое задание, а теперь ты выполни. А охотник сказал: нет, ты обманула 3 быков и льва, вот я и тебя тоже обману. Достаточно. Спасибо.